Фармацевтический завод «Айдан Фарм» вернули государству в начале декабря прошлого года. За прошедший период он уже начал выпускать 5 видов таблеток, суспензии и этиловый спирт. При открытии завод выпускал только этиловый спирт в объеме 10 тысяч флаконов в день. В дальнейшем планируется производство не менее 120 видов медицинских препаратов. Здесь трудится более 30 сотрудников. После того, как завод начнет работать полноценно, количество рабочих мест увеличится до 150. Будем производить капсулу, несколько наименований, мази, где-то 11 наименований, и другие виды таблетки, тоже стадии, они тоже разработки, там уже документы делаются, все, регистрация проходит. Ну, вот. Благодаря открытию подобных заводов и поддержке государства производство фармацевтической продукции в стране растет. По данным Нацстаткома, в январе этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост производства в данной отрасли увеличился на 33,7%, а ВВП страны вырос на 96 миллиардов 800 миллионов сомов. По сравнению с январем 2024 года обеспечен повышением объемов производства очищенных нефтепродуктов в 2,4 раза, пищевых продуктов и табачных изделий в 1,6 раза, химической продукции в 1,5 раза, фармацевтической продукции на 33,7%. В этом месяце оборот оптовой и розничной торговли внутри страны по сравнению с январем прошлого года вырос на 20,7%. В январе 2025 года оборот оптовой и розничной торговли составили 121,1 миллиардов сомов. И по сравнению с январем прошлого года возрос на 2,7%. Рост оборота оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов обеспечен увеличением объемов оптовой и розничной торговли. Положительные тенденции наблюдаются и в секторе строительства, где увеличение объемов составило 19,6%, а также в сельском хозяйстве – 1,8%. По словам экспертов, подобный рост отмечается благодаря правильно выработанной экономической стратегии. Также эти показатели растут благодаря тому, что экономика страны стала прозрачной. Большая часть импорта – это фактически идет, как я уже сказал, в сферу капиталовложений. То есть фактически технологии, автомобили плюс, получается, оборудование. А мы сами видим, дороги строит уже государство на свои средства. А это как раз тоже была часть того импорта, когда мы импортировали, можно сказать, наращивали свои производственные возможности. Фактически вот поэтому мы объективно видим, будь то показатель января, будь то показатель 2024 года или последних 3 лет, у нас стабильный рост, и это за счет правильной экономической стратегии. Вместе с тем, объем внешней и взаимной торговли Кыргызстана товарами в январе-декабре прошлого года составил 16 миллиардов долларов и по сравнению с январем-декабрем 2023 года увеличился почти на 1%. Объем внешней и взаимной торговли Кыргызской республики товарами по предварительным данным в 2024 году составил 16 миллиардов долларов США и по сравнению с 2023 годом увеличился на 0,9%. Экспортные поставки составили 3,8 миллиарда долларов и выросли на 13,1% за счет роста вывоза товаров как в страны СНГ на 14,5%, так и в страны вне СНГ на 11,8%. Помимо вышеперечисленных показателей, рост наблюдался и в повышении заработных плат. Наиболее значительное ее повышение наблюдалось в сфере оптовой и розничной торговли, в сфере строительства, а также в сфере профессиональной, научной и технической деятельности. Юлия Яценко, Аймерим Назарова, Эльдар Анарбеков, ЛТР Бишкек.